Еженедельное совещание в правительстве Магомед Евлоев открывает с ЧП в Зязиковюрте, где по улице Центральная произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали двое молодых людей. Они получили сильные ожоги тела и дыхательных путей. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Магомед Евлоев отметил, что все службы сработали оперативно. Все детали взрыва будут расследованы соответствующими органами. Хочу поблагодарить врачей Малгобекской районной больницы, а также лично министра, которые оперативно отработали. И также благодаря оперативной работе наши пострадавшие были направлены в ожоговый центр в Махачкалу, Далдез Машаловцам. Так, Ахмед Алабекович, те поручения, которые мы дали, до конца рабочего дня справочно подготовить, Махмуд Амин Шерифович нам надо будет доложить. Далее участники совещания переходят к основной повестке. Предстоит рассмотреть 7 вопросов. О ходе проведения весеннего призыва в этом году и отбор граждан на военную службу по контракту рассказал военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев. На сегодняшний день в ряды вооруженных сил России из нашей республики в эту призывную кампанию отправлено 293 человека в различные рода войск. Задание выполнили и передали. Это у нас город Соржа, 112% вместо 89 человек отправили. На 50% выполнили Назрановский район, город Карабулай, на 71% Малгобекский район, город Малгобек на 20%, Ачунинский район на 25%. И по нулям у нас город Магаз, город Мазрай. Служить в вооруженных силах России не только престижно. Все военнослужащие получают социальный пакет и денежное довольствие. Если говорить о контрактной службе, список помощи здесь ежегодно пополняется. В Ингушетии указом главы региона Махмуда Али Калиматова увеличили единовременную выплату. Привилегии военной службы по контракту – это, во-первых, денежное довольствие. Оно составляет в зоне боевых действий от 210 тысяч рублей. Затем региональная выплата, сейчас 200 тысяч рублей. Возможность получить военную ипотеку. То есть раньше нужно было ждать 6 лет до получения военной ипотеки, сейчас это 3 года. Вот. Ну и все социальные гарантии предусмотрены Министерством обороны. Большие вклады и большие социальные гарантии установлены главой Республики Ингушетия. Все они исполняются, держатся на контроле. Также и к одним из существенных социальных гарантий является получение ветеран боевых действий удостоверения. Следующий вопрос повестки – ситуация с водоснабжением в республике в период летнего сезона и готовность подвоза воды в случае поступления заявок от территориальных администраций. Проблемы с водоснабжением сегодня возникают в сельских поселениях Пседах, Сагапши и Инарки Малгобекского района, а также частично в селении Троицкое и в городе Карабулак. По Карабулаку, значит, у нас несколько улиц тоже перебои были, и сейчас их частично занимаемся этим. Две аварии были, и по Троицкому. Соответственно, за неделю, в соответствии с производственной программой единого оператора, на прошедшей Троицкой были проведены работы по замене насоса скважины Международная и скважины Костоева на более мощные насосы с целью увеличения добычи подаваемой воды. Проблема в том, что особенно в летнее время жители активно расходуют воду, поливают дворы, наполняют бассейны, тем самым создавая для других жителей дефицит. Коммунальные службы стараются устранять возникающие порывы оперативно. В населенных пунктах есть поуличные проблемы, как, например, в Новориданте тоже, там школьная улица. На протяжении последних 2 недель мы чуть ли не через день, через 2 туда выезжаем, ищем возможности, переподключаем сети. Эта проблема тоже у нас стоит острая. И также Карабулак, верхняя часть ЖБИ. Вот вчера я сам лично со своими специалистами выезжал в город Карабулак. Да, действительно, там имеет место не быть воды или слабое давление. С этим тоже мы работаем. Также на совещании обсудили реализацию национальных проектов, вопросы подготовки к отопительному сезону, проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений республики и не только. По всем направлениям даны соответствующие поручения. Лина Сычоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.